Итак, сейчас в бою сойдутся экипажи Киргизии, Венесуэлы, Белоруссии и Индии. И первое препятствие нам очень хорошо знакомо — это «Змейка». Зеленый танк экипажа из Кыргызстана начинает свое движение. 10 секунд штрафа за каждый сбитый колышек. Но сейчас мы видим, что очень уверенно и весьма ровно проходит сей участок механик-водитель Адилет Тажиков. Ну а в это время с вышки раздается команда «Вперед» для венесуэльского экипажа. Механик-водитель Джанкарло Риверо Креспо стартует очень резво. Один поворот, другой, третий проскакивает очень быстро. Ловко на участке загрузки боеприпасов. Один штатный артиллерийский снаряд загрузили представители Кыргызстана. Третьими старт приняли наши друзья-белорусы. Очень хорошо, очень быстро начал механик-водитель Алексей Забалуев. Не Забалуев же, Забалуева. Рычаги у него точно в руках. Ударит домрачевые лыжные палки. Быстро совершает танковый слалом. Каждая секунда здесь на вес золота спешат венесуэльцы. Нешуточный вес снаряда, между прочим, 6 килограммов. Выстрел, и очень точно сработал Искандер Камалов. Поражают мишень представители Кыргызстана. Одновременно с этим залпом представители Индии стартовали. Ждем, когда откроет огонь наводчик-оператор венесуэльцев Диего Рафаэль Наварро Паэс. Белорусы, между тем, подходят к огневому рубежу. Ох ты, как проходит габарит у венесуэльцев! Радуются торседорес венесуэльские, поклонники танкового биатлона. Это был габарит на 6 часов, как принято говорить в биатлоне. Белорусы под стать всем остальным. Денис Олейник, наводчик-оператор, поражает мишень. Хорошая стрельба. Двигаются на линию ведения огня представители Индии. Сейчас мы видим стрельбу индийцев. Ох, разбивает мишень. Вы посмотрите, какая классная работа. Уходят танки один за другим со стрельбища. Дымят, пылят, спешат, давят на газ механики-водители, выжимают из двигателей всю мощь. Ну а мы смотрим пока результаты после первой отсечки. Экипажи идут сравнительно ровно, почти нос к носу. Белорусы, тем не менее, впереди, но отставание представителей Киргизии, Индии и Венесуэлы крайне небольшое. Между тем мы видим, как индийский танк идет достаточно быстро, очень аккуратен сегодня механик-водитель этой команды. Чего нельзя сказать про венесуэльского парня. Джанкарло Риверо Креспо дал маху, соскочил с одной колеи, и венесуэльская команда получает гол в свои ворота в виде полуминутного штрафа. В дальнейшем это может аукнуться очень неприятно для команды. Но между тем наша телеметрия очень четко зафиксировала, насколько близко белорусы подошли к венесуэльцам. 50 каких-то метров между ними. Скорость наращивают все танки без исключения. Представители Кыргызстана готовятся преодолеть второй косогор. Адилет Таджиков держит скорость. Катился танк с косогора и идет ко второму участку стрельбы. Пока мы видим, сверхявных ошибок механики-водители не допускают. Сейчас соберется стрелять из зенитного пулемета командир танка экипажа из Киргизии Дилмурат Шукуралиев. Ко второму рубежу подошли и венесуэльцы, встали на участок стрельбы. Зеленая мишень, вертолет. Удаленность 900 метров. Открывает огонь. Шукуралиев стреляет торопливо, кладет все пули в разнобой. Штрафная минута. Уже готов, кстати, к стрельбе командир белорусской команды Денис Моисеенко. И его визави из Венесуэлы пытается поймать мишень. Но Моисеенко начинает стрельбу первым и не везет ему. Попасть никак не может. А это значит, что и у белорусов в графе «штрафы» появляется 1 минута. Махнул все очереди и мимо мишени Мигель Гонсалес Перес.
Смотрите, как на первой стрельбе били из пушки наводчики-операторы всех трех команд. И как неудачно в этой тройке отработали командиры. Оборотная сторона одной медали. Стабильны только индийцы. Стабильны со знаком плюс. 2 стрельбы прошли на ура. Танки ушли со стрельбища, но друг друга далеко не отпускают. Результаты на второй временной отсечке. Белорусы первые, плюс 10. Киргизстан, плюс 20. Индия, плюс минута 0,5. Венесуэла. Достаточно плотное соперничество. Все то же самое практически, что и после первой отсечки. Те же места и почти те же отставания в секундах. Шансы сейчас победить в этом заезде есть у каждого танка. Все зависит от того, как пройдет заключительная 3-я стрельба. Ну, важно, конечно, и вот эти препятствия проходить правильно и не хватать на ровном месте штрафные секунды. Как переживают братья по оружию. Посмотрите, едва столкновения сейчас не происходит. На подступах, на скоростном участке такая борьба. Это настоящая соль танкового биатлона. Не все нам смотреть за огневыми рубежами, потому что, конечно, чистые скорости Т-72 — это потрясающая картина. Браво, российские танки! Напомню, что только китайцы выступают на своей машине. Остальные наши гости предпочли российский испытанный танк Т-72. Тем временем представители Индии на скоростном участке обошли венесуэльский танк. А сейчас давайте посмотрим на нашу телеметрическую картинку. Видно, с какой скоростью передвигаются по полигону наши танки. И сейчас, внимание, посмотрим, кто первым придет на огневой рубеж. Представитель Киргизстана. 3-я стрельба из спаренного пулемета по мишени, ручной противотанковый гранатомет. Мишень уже готова. Подходят к огневой позиции и белорусы. Ответственный момент. Загрузка 15 патронов. Боеприпасы должны быть готовы. Итак, мы ждем, покуда откроет огонь наводчик-оператор Искандер Камалов. Первый выстрел мимо и вторым одиночным подбивает мишень. Фантастическая стрельба. Браво, Киргизстан! На стрельбище уже появился желтый танк индийского экипажа. Такое ощущение, что стреляет наобум, куда угодно, только не в мишень. Еще 1 минута штрафа и 3-й промах в этом заезде у индийских танкистов и 3-я штрафная минута. К этому моменту огонь уже открыл наводчик-оператор венесуэльцев Диего Рафаэль Наварро Паэс. Жмет торопливо на гашетку, но стрелять быстро — это не значит стрелять хорошо. К 1 минуте штрафа добавилась еще и 2-я. Итак, друзья, впереди у всей нашей 4-ки танкистов последний финишный полукруг. Теперь зрители будут воочию наблюдать за мастерством механиков-водителей. Все зависит от скорости и четкого прохождения препятствий. Сейчас класс механиков-водителей встает во главу угла. Водная преграда, затем еще небольшой скоростной участок, дальше поворот непосредственно к стадиону, к зрителям. Внимание, первыми вырываются на финишную прямую киргизские танкисты. Мы наблюдаем за финишным моментом киргизской команды. Следом за ними летят белорусы. До последних секунд, до последних метров не знаешь порой, кто же победит. Противотанковый ров пройден. Это белорусы, они приходят на финиш вторыми, а третьими должны подойти индийцы. Берут противотанковый ров. Остается пройти несколько десятков метров. Ракеш Синг сейчас не так прыток. Скорость не такая роскошная, как у белорусов. Ну и дальше, примерно в 10 метрах от индийцев, катят венесуэльцы. Они спокойно, дистанционной скоростью доходят до финиша. То ли силенок не осталось, то ли, может быть, венесуэльский механик-водитель смирился со своей участью аутсайдера. Но скорость индийского экипажа на финише очень хорошая. Итак, танки один за другим пересекают финишную ленточку.
И теперь мы сейчас посмотрим за результатами нашего заезда. Это индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира 2014 по танковому биатлону. Индия впереди, за ними белорусы, представители Киргизии и Венесуэлы. Достаточно плотная борьба в этом заезде, молодцы танкисты.